Китайский эксперт в Совете по правам человека Организации Объединенных Наций в очередной раз попытался опровергнуть запрет китайского режима на использование уйгурского языка в Восточном Туркестане. Джану Денке, заместителю директора Департамента китайского языка в Институте китайского языка и литературы Синьцзянского университета, по данным информационного агентства Синьхуа, 53 года. В своем выступлении на конференции ООН по правам человека он отрицал этнический и культурный геноцид уйгуров в Китае. Однако сообщения в китайских СМИ показывают, что в последние годы Китай приложил большие усилия для уничтожения самобытности и культуры народа Восточного Туркестана и отменил учебную программу по уйгурскому языку, чтобы ассимилировать уйгуров. 6 июля Ассоциация «Альянс», крупнейшая неправительственная организация уйгуров в Кыргызстане, провела церемонию выражения благодарности уйгурским спортсменам, проявившим свое мастерство на международных спортивных соревнованиях, вручив им подарки и почетные грамоты. Церемония прошла в офисе общества «Альянс» под председательством президента ассоциации Турсуная Салимова. В мероприятии приняли участие члены ассоциации, представители Всемирного уйгурского конгресса в Кыргызстане, редакторы газеты «Альянс» и группа представителей общественности. В результате нападения с ножом на детский сад в Ляньцзане, Китай, погибли 6 человек, в том числе 3 ребенка. Согласно заявлению местного правительства Ляньцзана, нападение произошло сегодня в утренние часы. В результате инцидента погибли учитель, 2 родителя и 3 ученика, и 1 человек получил ранения. 25-летний подозреваемый в нападении взят под стражу. Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила результаты вчерашних досрочных президентских выборов. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев был переизбран президентом, набрав 87% голосов. В результате конституционных поправок, принятых в Узбекистане на референдуме, проведенном в апреле, 65-летний лидер будет править страной в течение следующих 7 лет. Министр финансов США Джанет Йеллен призвала к рыночным реформам в Китае и раскритиковала недавние жесткие решения Китая против американских компаний и экспортные ограничения на металлы, используемые в производстве чипов. С другой стороны, 3 поклона Йеллен, сделанные во время ее визита в Пекин перед встречей с вице-премьером Китая Хэли Фэном, вызвали споры. Члены республиканской партии утверждали, что поведение министра финансов США было заискивающим.